Ремонт кровли. Такая ситуация возникла в доме на улице Хади Такташ. Там сняли крышу, а тент не натянули. Вода хлынула в квартиры. Ситуация изменилась после того, как жители обратились в редакцию «Вестей». Прогноз погоды жильцы дома номер 97 по улице Хади Такташ каждый день ждут со страхом. Вот уже второй месяц в доме идет ремонт кровли. Старую убрали, а новой еще нет. А сильных было 4 ливня. Все отклеено полностью. Здесь плесень. Обои все отклеились. Потому что тут все лилось, стекло. Не только стекла. Линолеум покрывали на ДВП крашеный. После ливней полы все вздулись. То есть надо все скрывать. Межкомнатные двери сначала намокли, потом рассохлись и теперь не закрываются. Мебель спасли только натяжные потолки, на стенах плесень. Все это результат нескольких сильных ливней, которые пошли начиная с середины июля, начала ремонта. У нас Палас воду 27 июля на себя взял, потому что нас дома не было, я была в санатории, дочь была на даче. И вот когда приехали, в ужасе смотрели картину, воды было почти по колено. В тот день дом затопило с 5-го по 1-й этаж. После обращения в прокуратуру ремонтники пообещали купить тент и прикрыть крышу. Но обещания не сдержали. Бардак. Так охарактеризовал ситуацию руководитель Госжилинспекции республики, когда он вместе с представителем управляющей компании Вахитовского района поднялся на крышу. Горы стройматериалы, поставленные без присмотра газовые баллоны. И из ремонтников никого, когда светит солнце. Работы должны проводиться не сразу на всей кровле, а захватками. И у подрядчика должен быть материал, которым в случае, если изменились погодные условия, ожидается дождь, которым он должен накрыть то место, где вскрыта кровля, чтобы не допустить протечки в квартирах. Работы проводятся для жителей, которые живут, а не для осваивания денежных средств, которые выделяются для выполнения этих работ. Сергей Крайнов посоветовал жильцам, если подрядная организация не компенсирует им ущерб, добровольно обращаться в суд. Тем более, что до окончания ремонта осталось всего 10 дней. Сроки сдачи у них 1 сентября. Дальше у них по гарантии идет гарантийный ремонт. Если что-то, какие-то протечки там или еще что-то, они обязуются это все восстанавливать. Если они не успеют, то будут введены санкции. Просто они нигде работать больше не будут. А некачественно выполненные работы, заверил Марат Бурганов, будут переделаны. Сегодня всю ночь и весь день шел проливной дождь. Однако, как говорится, критика подействовала. И после того, как накануне на крыше этого дома побывал руководитель Госжилинспекции, ремонтники все-таки предприняли меры. И так как в прошлый раз квартиры с 5-го по 1-й этаж не протекли. Хотя квартира Елены Филиновой частично все-таки пострадала. Инна Данилова, Айдар Кунафин и Айрат Мухамедзянов. Вести, Татарстан. Строительство завода «Аммоний» идет по